Не услышать такой стук вряд ли возможно, но открывать двери хозяева дома не торопятся. Оно и понятно, ведь если у ворот судебный пристав, то значит перед государством есть долги. Сотрудники ГИБДД и судебные приставы объезжают поадресно нарушителей ПДД, штрафы которых превысили 10 тысяч рублей. К примеру, здесь проживает лихач, который наколесил штрафов на 90 тысяч. Да, в базе у нас очень много таких должников. Естественно, по этим должникам отрабатываем каждый материал по этому производству. Двери нарушители так и не открыли. Приставы оставляют уведомления. В случае, если в течение 10 дней нарушитель не оплатит всю сумму штрафа, его могут лишить права вождения автомобилем. По закону административное взыскание должно быть уплачено не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Некоторые, естественно, не знают, не в курсе бывает, что у них такие штрафы, но направляются письма, уведомления. После уведомления большинство приходят и оплачивают свои штрафы. Могут оплатить в банке, так мы выдаем им реквизиты, они приходят, берут реквизиты, или же по электронной базе оплачивают свои штрафы, квитанции. После того банк нас уведомляет о том, что ГАИ уведомляет о том, что штраф оплачен. Таким образом, исполнительное производство закрывает. Такие рейдовые мероприятия проводятся часто. На этот раз приставы охватили только сельское поселение Барсуки. Впрочем, нарушителей в каждом населенном пункте немало. Все рекорды по штрафам ПДД побил 20-летний лихач, который нарушал всевозможные нормы закона. Превышение скорости, поддельные номера, выезд на встречную. Пролетая мимо камер фото и видеофиксации, ночной гонщик набивал не только километры на спидометре, но и цифры в денежном эквиваленте. Внушительную сумму штрафов в несколько сотен тысяч рублей он умудрился накопить всего лишь за месяц. 270 нарушений было данного водителя с превышением установленной скорости на сумму 400 тысяч рублей. Вот. Мы задержали эту данную машину, доставили на штрафстоянку, сейчас составили все необходимые материалы, административные материалы отношения данного водителя. Поведение таких водителей и есть одна из самых распространенных причин аварий и детского травматизма. С начала года в республике зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с наездом на детей. В числе злостных нарушителей молодые люди от 16 до 25 лет, которые чаще всего управляют чужим автомобилем. Не меньше самих нарушителей виноваты родители, считают полицейские. 90-го года рождения, 95-го года рождения, 98-го года рождения. Сан ханхин дахтазы, машина шивади хана, маша лилы пасат ириндаус, машводи. Оздове дороги в республике хагуз наллах шо хатариш, вей царар безла дуалцадар бахандулш. Судебные приставы призывают нарушителей вовремя оплачивать свои штрафы. Узнать информацию об их наличии можно, воспользовавшись специальным сервисом на официальном сайте Госавтоинспекции, а также через единый портал госуслуги.ру. А сотрудники ГИБДД напоминают, что торопливость или лихачество водителей могут погубить чужие жизни, вернуть которые невозможно никакими раскаяниями и мерами наказания. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24.